Друзья, всем салам алейкум, всем привет, с вами я, Тимур Хусайнов, и вы на канале Успешного Тигра. Я дико извиняюсь, ребят, за отсутствие новых видеороликов. Многие из вас знают, что у меня в YouTube два канала, один на таджикском народном языке и второй на русском. На таджикском это Точдорон, он переводится как носитель короны, но я там снимаю тоже хорошие видеоролики. Кстати, кто понимает таджикский, ссылку я оставлю в описании видео, Точдорон, подпишитесь. В общем, ребят, давайте придем уже к делу, так скажем. Кто не подписан, подпишитесь обязательно, ребят, поставьте лайки, пристегнитесь и погнали. Ребят, я сегодня решил снимать видео о том, допустим, да, много комментариев было, и естественно, я решил снимать это видео. В общем, как устроиться в Яндекс.Такси, как выйти работать там, если вы не знаете и так далее. Вот, давайте берем, ребята, к примеру, да, из Средней Азии. Узбеки, таджики, там без разницы, у кого нет гражданства РФ, да, есть многие таджики, узбеки, граждане России. Я говорю про тех, у кого нету гражданства. Вот, требуется в первую очередь права российские, со стажем 3 года, от 3 лет. Вот, и потом, конечно, патенты. В Яндексе там не просто у тебя есть патент, есть гражданство. В Яндексе самое главное это водительское удостоверение российский со стажем от 3 лет. И все. А патенты, документы только гаишникам, чтобы они не докопались. Сейчас уже, впереди декабрь месяц, многие из вас прекрасно знают, что гаишники уже должны выполнять свои планы, да, за весь год, за этот 19 год. Поэтому будьте поосторожнее, ребят, и у кого есть возможность сделать патент, ребята, у кого нету, можно как-нибудь работать, не знаю. Самое главное должно быть российское водительское удостоверение. А у кого есть гражданство, кто, там таджик, узбек, дагестанец, русский, без разницы, это уже большое преимущество, то, что гаишники ничего не скажут. Просто проверяют, отпускают, и все. Это уже самое главное. А когда уже эти документы, они чеки проверяют, регистрацию проверяют, и порой бывает и еще по базу данных там проверяют, много этих отморозков, да, которые там есть. И, гаишники тоже, знаете, они такие, как скажу, есть сотрудники полиции, есть менты. Да не менты, есть мусора, ребят, поверьте. Я видел хороших, я видел и плохих, многие из вас тоже видели. Например, эта ситуация, смотрите, какой прикольный. Ребят, проехал мимо, и вот вам такая доброта. Я вообще в ахуе. Вообще красавчики. Есть сотрудники полиции, а есть менты, ребят, как вы видели, я 5-й год уже в Москве, честно, я впервые видел именно такую встречу, да, то, что... Но были еще другие моменты, где-то какой-то гаишник давал деньги иммигрантам за такси, я видел лично, ребят, за питание и так далее там. Это реально, у меня нет слов. Огромное спасибо этим ребятам. Район был Люберцы, по-моему, да. Эти ребята молодцы, просто помогли таксисту перекурить машину. Дальше, ребят, у кого есть гражданство и права российские, проблем вообще никаких не будет. Все будет вообще отлично, вы можете смело работать. А в первую очередь, ребят, надо найти машину в аренду, чтобы выйти на линию. Машина, естественно, с лицензией. И не забудьте, ребят, есть из 100%, 5-10%, кто любит механику. В Москве я бы не советовал механику. В этих пробках просто у тебя нога, устаешь очень сильно, ребят. Берите автомат. Так, давайте, ребят, сделаем так, чтобы найти машину в аренду, так, получается, у многих из вас есть друзья, есть знакомые, есть общие знакомые. И, может, вы у дяди берете машину, может, у друга берете машину и выходите на работу. А есть еще люди, у которых нету никаких знакомых и вообще не знают, где найти машину в аренду. Для этого что нужно сделать, ребят? Вы сами прекрасно знаете то, что в Москве очень много таксистов в последнее время, прям очень много, ребят. Сейчас, куда ни плюнешь, там таксисты. Коллеги, салам алейкум, я извиняюсь, никого не хочу обидеть. Я сам тоже таксист, если окно открою, кто-нибудь плюнет, то только у меня в лицо попадет. Так что, давай эту тему не будем говорить. Ребята, в общем, таксистов очень много, поэтому просто
Вот выходим на улицу, на остановке увидите, или где-то у чайхани, у кафе, таксисты очень много останавливаются, где-то перекусываются, ну, перекусывают, как, ну, кушают, в общем, ребят, ну, без обид, ну, в смысле без обид, блин. Что я несу вообще? Ребят, у меня много ошибок и акцентов, там вся дела, давайте только без всяких вот этих матерных слов в комментариях. Я стараюсь сколько смогу. И в 2014 году, когда я приехал в Москву, я вообще русский язык не знал. Я стараюсь и буду стараться дальше, чтобы без акцентов, без ошибок разговаривать. Так, давайте дальше, ребят. Где-то на улицах встречайте таксистов, вот у них спросите, где они взяли машину в аренду. Из 3-4 водителей, которых вы спросите, по-любому найдете контакты компании, которая дает машину в аренду. В интернете я вам не советую, ребят, найти машину в аренду, не советую. Там не 100%, и как я сказал, то что 70% одни мошенники, одни наебщики, они могут нормально наебать вас на деньги там. Просто, ну, не советую просто, ребят, поверьте. Там в интернете находите где-то депозит до хрена, и работаешь немножко, когда машину собираешься сдавать, поверьте, тяжело будет там взять депозит обратно 10-15 тысяч, ну, это тоже нормальные деньги для приезжих из разных регионов России, из Средней Азии, там, из Кавказа и так далее. Но кто приехал на заработку, сами прекрасно понимаете. Поэтому не ведитесь на этих, извиняюсь, долбоебов, которые реально наебут так же. То есть, вот. А у таксиста вы можете смело спросить. У него же там, он же не будет, он скажет то, что сколько он уже работает в этом автопарке, стоит ли там машину взять или нет. У одного, если не нашли, у второго находите, у второго не нашли, у третьего, у четвертого, у пятого точно вы уже находите, если 5 водителей вы будете спросить. Да, в любых заправках можете найти любого водителя, любого марка машины, начиная от Соляриса до Майбаха. Ребят, тут одни таксисты, поверьте, их очень много. Вот я приехал, когда впервые в Москву, я увидел вот эти Мерседесы, вот эти BMW, я думал, тут, блин, ни хрена себе, они такие богатые. Да не, они одни таксисты, вот так вот. В общем, ребят, ну я его не пропустил, он начал доебаться туда-сюда, как будто он вообще король в этом Москве. Поверьте, ребят, ну когда я у него на табло увидел таксометр приложения Яндекс.Такси, я так смеялся, я так угорал. То, что, блин, ну, у меня наклейки от Яндекса, наклейки, вот эти шашки-машки, он уже видит то, что я таксист, он же должен как-то понять коллегу, да, то, что ну, я и водитель, хотя не должен пропустить его, если так по-правильному взять. Ну, уважат-то уважат, ну, не каждого же пропустить, допустим. Одного пропустить, второго пропустить, третьего уже офигеть, тоже хочет, чтобы его пропустили. Ну, в общем, это просто оставим, ребят. Так что таксистов очень много, остановите, спросите у водителей, когда уже у вас будет в руках машина в аренду. Средняя цена, сразу скажу, что, ребят, там получается сколько? Так. Средняя цена, если Solaris, Kia Rio, Polo, у них почти одинаковые цены, 1500 рублей будет в аренду. Там автомат, новой машине 17-18 года, естественно, с выходными. Постарайтесь найти с выходными, хотя бы, чтобы работать 6.1. Машина на автомате 6.1 это самый лучший вариант. Поверьте, где-то там есть в многих местах 7.0, то что, ну, нету, конечно, как бы вот выходных. Это очень плохо, ребят, вы устаете очень жестко. Как бы. Не советую, просто постарайтесь найти с выходными. Так, давайте перейдем уже к делу, ребят, то что вы уже нашли, у вас уже есть данные связи. Даже если есть компания, которая дает машину в аренду, есть и частники, да, у них у многих свои таксопарки. А если вы уже взяли, не знаете, как подключиться, ребят, я оставлю номер таксопарка в описании этого видеоролика. И, естественно, вот здесь вот. Вот этот таксопарк называется Ватан. Ватан это на таджикском, переводится на русском как Родина. Вот. Очень хороший таксопарк, я уже 2 года почти с ним работаю, всем советую. Деньги вы можете самостоятельно сами выводить с баланса, никаких задержек, там 3% тоже с каждого заказа. Очень хороший, надежный таксопарк. Так что обращаемся спокойно вот по этому номеру, и когда вы скажете от Тимура, то еще быстрее они подключат вас. В общем, ребят, подключитесь и спокойно будете работать. Сколько уже на аренде вы будете зарабатывать? Давайте скажем, вот, если вы работаете, получается, с 5 утра, с 5 нормальные заказы будут. Так, с 5 утра до 5 вечера, ну, допустим, до 6 у вас час обед там уходит. Вот 12 часов, как смена будете работать,
то так, 1500 аренду сминусуем, 1000 рублей где-то, ну, топливо, еще 500 рублей питания, да, так скажем. 3 косаря уже минус у нас пошел, и туда-сюда еще 2-3 вам остается. Ну, 2000 остается по-любому. Есть люди, которые работают, ну, хотят много зарабатывать, да, вот из-за этого и много аварий, как бы. Ну, по 18 часов, естественно, они работают по 3-4 тысячи, помимо аренды. Ну, кто как, вот по-разному они зарабатывают. Вот, ребята, кому понравилось видео, поставьте лайки, кому не понравилось, поставьте дизлайки. Я не против, самое главное, проявите актив, ребят. Подпишитесь, подпишитесь, ребят, поставьте лайки. Не забудьте включить уведомления, колокольчик вот этот. Включите тоже, ребят, чтобы не пропустить следующие видеоролики, так как я уже начну снимать побольше видеороликов в этом канале. С вас маленькая просьба. Пишите обязательно в комментариях дальше, какие видеоролики снимать. Я собираюсь снимать в этом канале как бы социальные эксперименты, социальные ролики, социальные опросы, какие-то пранки еще будут. Ну, конечно, еще какие-то обзоры будут. Ну, все о жизни в Москве, да, как бы. Вот, где-то еще буду, наверное, работать, рассказывать, допустим, вот, что будет более интереснее, обязательно пишите в комментарии, ребят, оцените это видео, конечно, и в конце хочу сказать то, что не забудьте подписаться на мой инстаграм, timurka.37yorka, или можете просто с хэштегом «Успешный тигр» найти меня в инстаграме, ну, там в инстаграме напишите на русском «Успешный тигр», и он сам автоматом находит меня, там заходите, увидите, что timurka.37yorka, то значит это я, ребят. Подпишитесь, у меня там очень много вот этих минутных видеороликов, где-то какие-то войны есть, пранки, и там тоже социальные опросы такие. Ну там тоже я очень много видео выкладываю, и всем советую, ребят. А дальше обещаю, что в неделю выкладывать 2-3 видео как минимум. Поддержите, ребят, поддержите, проявите актив. Если это видео наберет 1000 просмотров, несмотря на то, что это если будет завтра набрать, до завтра, то есть, то сразу выложу уже другое видео. Давайте, ребят, поддерживаем все вместе. Ассаламу алейкум. Yes!